Казань, 1881 год. В семье известного тогда резчика иконостасов родился первый сын. Но в 4 года мальчик заболел менингитом и целых 2 недели пролежал в коме. Тогда его отец уговорил священнослужителя Благовещенского собора принести к постели больного Тихвинскую икону Богоматери. И мальчик тут же пошел на поправку. Вскоре после этого он начал рисовать и достиг здесь такого мастерства, что прославил свое имя на весь мир. Это Николай Иванович Фешин. Мастер уникальный, неповторимый, признанный всем миром, самый большой художник, связанный с Казанью. Так, не скупясь на эпитеты, говорят искусствоведы о Николае Ивановиче Фешине. Вы всегда посмотрите на любую работу, да, с одной стороны, да, вроде бы как лицо там гладкое, ручки, в общем, понятно, все прописаны, но обязательно будет как вот так вот, да, вот очень свободная живопись, очень пастозная, очень такая энергичная, да, то есть кажется очень спонтанная. С искусством Николай Фешин подружился еще в детстве. Будущий художник рос довольно замкнутым и почти все дни напролет пропадал в мастерской отца, где резали и золотили иконостасы. Долгое время она располагалась на Малой Проломной в доме Апакова. Сейчас это улица Профсоюзная. Там мальчик научился резьбе по дереву, там же сделал свои первые рисунки. У Фешина, на самом деле, можно наслаждаться действительно каждым кусочком любого его произведения. Будь то рисунок, где можно любоваться изгибом линии особым, или там, говорю, растушкой угля, в живописи, там буквально любым кусочком. Он великий рисовальщик, великий, такой, это не то, что на уровне, я, конечно, не буду так там говорить, что абсолютно его рисунок, не то, что там выдерживать сравнение со старыми мастерами уровня Микеланджело, вообще-то, на минуточку. Именно рисунок принес Фешину первый заработок. Это был чертеж иконостаса, сделанный в 13 лет. Несмотря на известность, мастерская отца терпела убытки. Семья жила на съемных квартирах крайне бедно. Но любимый сын все же получил начальное образование в публичной школе. А в год ее окончания, 1895, в Казани открылась художественная школа, куда Николай поступил по настоянию отца. Живописные мастерские. И свет мягкий, рассеянный, он практически не бывает, даже не практически, он вообще не бывает ни с какими солнечными зайчиками, он всегда равномерный. Позднее эти окна Николай Фешин повторил в своем американском доме. В Казанской художественной школе он проучился 5 лет. С утра до вечера находился на занятиях. Мальчик был в городе один, родители его развелись и уехали. По воспоминаниям, жил он впроголодь, получая небольшую помощь от дяди. Несмотря на это, отец оставался для него авторитетом до конца жизни и неоднократно появлялся на полотнах сына. Вот этот портрет, на мой взгляд, это не только портрет вот этого необыкновенно сильного, мужественного человека, который сумел в Казани создать мастерскую, держал эту мастерскую сколько мог, но в конце концов разорился, поскольку шел навстречу своим работникам и многое им прощал. И вот эта сила характера, сила вот этой какой-то народной укорененности, что ли, такой, она очень хорошо в портрете в этом продемонстрирована. Именно в стенах Казанской художественной школы Николай Фешин написал свои первые живописные работы. Вот одна из них – «Беспризорник». Закончив свое обучение, юноша по рекомендации школы уехал в Петербург, где поступил в Академию художеств, в мастерскую Ильи Репина. Еще будучи студентом, он стал художником, о котором заговорили. Его картина «Дама в лиловом» в 1909 году получила золотую медаль на выставке в Мюнхене. Это вообще-то просто этюд, когда девочку с улицы уговорили там студентам академии попозировать. У всех получились такие добротные этюды академические, а фешинскую работу послали на выставку в Мюнхен и получила малую золотую, мы говорим малую золотую медаль, вообще медаль 2 класса, но это не важно, это студент. А там на выставках там были художники вообще-то экстра уровня. Туда же, в Мюнхен, отправили еще одно знаменитое полотно Фешина «Черемисская свадьба». В 2011 году на торгах Сотбис эту картину купили в частную коллекцию за $3 миллиона. А тогда, в начале 20 века, Фешин получил за работу 1000 рублей. Как вспоминал художник, ему из этих денег досталось немного, почти все он одолжил друзьям.
Репин отмечал у своего ученика способность к большим композициям, но сам Фешин чувствовал, что композиция не может быть совершенна без знания человеческого лица, и начал работать над портретами. На самом деле рисунков сохранилось, может быть, не так много, сколько мы знаем, он создавал в течение своей жизни, потому что по его воспоминаниям его, так сказать, соратников, коллег, он очень много рисовал. Ну вот, например, в годы учебы в Академии художеств он в год делал до 300 рисунков обнаженной натуры. У Фешина каждый раз свой подход, каждый раз он от модели исходит. Вот будь это старушка с седыми волосами, мы видим, что вот в этом черно-белом рисунке, что это седые волосы. Учась в Петербурге, Николай Фешин вновь и вновь возвращался в Казань. Именно в Казани, будучи на каникулах, он создавал свою дипломную работу «Капустницу». Писал все в той же художественной школе, один в большом зале, а через замочную скважину за ним наблюдали глаза других учеников. Свою знаменитую «Капустницу» Николай Фешин написал вот в этом помещении. Это актовый зал Казанского художественного училища. Обычно здесь проходили балы и всевозможные мероприятия вечером, а днем пространство пустовало. Мастерские же, напротив, были заняты работающими студентами. На своем дипломном полотне Фешин показал сюжет, увиденный в детстве. Когда, будучи ребенком, он много ездил с отцом по деревням и селам, наблюдал за жизнью крестьян. Такая привычная работа, как засолка капусты, превратилась на его картине в настоящий праздник. Кстати, несмотря на то, что она была создана в Казани, сами казанцы увидели эту работу впервые на выставке к 140-летию мастера. Когда я попросила у господина Мудрова, директора музея Российской академии художеств, возможно ли привезти капустницу и из музея Бродского, это их филиал, да? Я думала, что я такое вообще крамолу сказала, потому что они никому не давали эти свои работы, потому что капустница, она так же, как и наше обливание и бойни, они очень хрупкие. Но когда я услышала «да», и мы обязательно приедем, посмотрим, как вписались наши работы. Но вы нам взамен должны привезти во второй половине года, на будущий год, вот это практически всего Фешина. И я, конечно, согласилась. Вот это письмо очень сложно сохранить. Ну, а уж большие вещи, они очень подвижные. И потом, вы понимаете, вот... Капустница приехала из одного температурно-влажностного режима, а у нас здесь другой. У нас здесь все время плюс 18. В музее Российской академии там чуть повыше. И вот это колебание температуры, оно, конечно, влияет очень сильно на произведение. Ну, например, из Третьяковской галереи мы наше обливание мы делали, в общем, довольно серьезную реставрацию. Закончив обучение в Петербурге, Николай Фешин вернулся в Казань. Он поселился прямо в художественной школе, где ему выделили мастерскую. Не отвлекаясь на быт, занимался творчеством и преподавал. Стройный блондин с быстрой походкой, невысокого роста, тихий и молчаливый. Так в своих воспоминаниях описывает мастера один из его учеников. Ученики Фешина обожали. Кто-то и подражал, таких прозвали «фешенята». Он жил сначала в мастерской сразу. И писал о том, что это было так здорово, что не надо было ни на что тратить. Как просыпаешься, можно было сразу работать. В общем-то, вот. Потом он женился. Он рядом с ними писал, им поправлял. Поэтому, когда выставляется работа учеников Фешина, это не факт, что она 100% сделана учеником. Потому что поверху он имел возможность, как Репин, проходиться и последние аккорды ставить. Традиция Фешина никогда не прерывалась. Это академическая школа. Если бы наше училище вдруг стало дизайнерским колледжем, вот тогда, можно сказать, традиции Фешина умерли. В мастерской Фешина всегда было многолюдно. Он учил видеть натуру, говорил: искусство – это не изобразить, а выразить задуманное. Сейчас здание, в котором творил художник, вновь занимает Казанское художественное училище. Оно носит имя Фешина. Здание долгое время жило без опеки МУЗ и находилось в аварийном состоянии, когда его вернули художникам. Училище въехало сюда уже так достаточно плотно, с 2006 года начало въезжать. Проделана огромная работа по укреплению. Укреплен фундамент, отремонтирована крыша, восстановлены мансардные окна.
Здание отреставрировано еще не полностью, но увидеть, какая красота окружала мастера, каждый день уже можно. К примеру, восстановлена уникальная лестница, по которой не раз ходил Фешин. Ее изюминка – эти зеланты, которые словно спускаются по ступеням. Эти плоские листы имеют, вот посмотрите, они собраны на клепочке. Ну, примерно в такой технике делалась Эйфелева башня. Годы преподавания Фешина в Казанской художественной школе считаются ее золотым веком. Мастер успевал не только передавать свой опыт, но и активно творить. Большинство его моделей в те годы – коллеги, их дети, знакомые. Особое место среди всех занимала Надежда Михайловна Сапожникова. Была его и ученицей, и другом, и которой и соратником, и коллегой, и она была еще и заказчиком, и патроном. То есть она ему давала возможность писать то, что он хочет, особенно когда это после начала Первой мировой войны, когда оборвались связи за границей, он очень много, буквально после 9-го года, он с 10-го начинает постоянно отправлять свои работы на выставки в Европу, в Америку, и ничто не возвращалось, все уходило. И когда вот это оборвалось, то Надежда Михайловна как бы быстренько и очень правильно, она начинает заказывать свои как бы портреты и портреты своих родственников. Портрет Варя Дорадская – это ее племянница, в принципе, да. И это и материальная поддержка, и возможность высказывания. Именно она предложила написать портрет, ставший, пожалуй, самым знаменитым среди работ Фешина, своей племянницы Варе Дорадской. Он был написан в 1914 году в здании, которое впоследствии станет главпочтамтом. Там располагалась мастерская Сапожниковой. Варю провожал до мастерской ее отец, тот самый революционер Владимир Дорадский, в честь которого названа улица в Казани. Пока дочь позировала, отец играл сонаты Шопена. Художник отвечал, что музыка ему ничуть не мешает, наоборот, с ней даже приятнее работать. Фешин хотел посадить девочку на кресло около стола, в ночной рубашке, только что вставшей с утра и угощавшей свою куклу завтраком. Варвара Владимировна категорически отказалась от этого варианта. Рубашка не годится, кормить куклу я не буду, потому что куклы не едят. Критика современных художников встретила это полотно очень прохладно. Не поняли, почему девочка с ногами сидит на столе. Это был, конечно, нонсенс по тем временам. Более того, пошли дальше и сказали, что вот та очень неудобная поза, в которой она сидит, а Варвара Владимировна тоже говорила, что позировать было очень тяжело, ноги затекали, и ей самой это тоже не очень нравилось. Критики говорили о том, что он уподобил девочку той самой кукле, которая лежит рядом с ним. В том же 1914 году Николай Фешин стал отцом. Его единственная дочь, Ия, не раз с тех пор появлялась на полотнах мастера, как и супруга Александр Белькович. Их отношения начались с переписки. Фешин получал предложения из-за рубежа, но ответить на них не мог, он не знал иностранных языков. Будущая супруга владела французским и помогала ему вести корреспонденцию. Фешин вспоминал, что обязанности в искусстве и семье сначала казались ему несовместимыми, но творчество продолжалось, и в 1916 году мастер получил звание академика живописи, что было весьма необычно для художника, работающего в провинции. У Фешина, конечно, вот не случайно, посмотрите, у него обязательно будет какой-нибудь сложный ракурс, да? Это тоже момент движения, потому что просто у него есть и статичная как бы поза, но он все-таки любит, когда есть вот этот момент, как на внешнем уровне, просто мотивация какого-то движения, так и на вот чисто живописном, да, вот на этой вибрирующей живописной ткани, живописного месива, из которого строится вот это вот изображение. Еще со времен обучения в академии Николай Фешин был постоянным участником зарубежных выставок. Но Первая мировая война разрушила его связи за границей. После революции работать становилось каждым днем все труднее. Чтобы выжить, художник расписывал табакерки и пудреницы, писал по фотографиям политических вождей. К примеру, его портрет Маркса брали на демонстрацию вместо транспаранта.
В Казанской художественной школе от мороза лопнули трубы, но занятия продолжались. Как сложно ему жилось после революции, можно наблюдать по картинам того времени. 18-й год самый, наверное, сложный период в творчестве художника, поскольку та обстановка, в которой оказалась Казань, став одним из центральных фронтов гражданской войны в это время, конечно, не могла не сказаться на творчестве художника. На руках маленький ребенок, которого надо кормить и содержать, вокруг голод. В школе разруха и, так сказать, вплоть до того, что студенты работают не раздеваясь, поскольку сама школа не отапливается. И вот весь этот клубок проблем, который рухнул на Фешина, он заставляет его кардинально менять и художественный язык, и свое отношение к окружающему. В 1923 году Фешин уехал в Америку, где творил еще 3 десятилетия. Но именно годы в Казани мастер вспоминал как самые плодотворные в своей жизни. В России осталось множество его работ. Впрочем, вспомнить великого художника казанцы могут не только в музее, глядя на его полотна. Сохранились и адреса, связанные с Фешиным. Здание Казанской художественной школы, где он преподавал целых 10 лет, церковь Евдокии, где он был крещен, церковь Варвары, где крестил свою дочь, дворянское собрание, где любил бывать на концертах. А вот памятника, да и улицы имени Фешина в Казани нет.